بنورك حلق في سمانه واملأ الكون سرورا ونشيدا. Послушай эту весть, и давайте вместе поплачем о себе. Составитель книги Ад-Дурар Аль-Камина упомянул в 3-м томе на 202-й странице, что группа предводителей христиан поехала на прием к монгольскому правителю, который принял христианство. Один из христианских проповедников начал ругать пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И рядом находилась привязанная охотничья собака. Собака громко зарычала и набросилась на крестоносца. Они с трудом оттащили его от нее. Один человек тогда сказал: «Это из-за того, что ты говорил о Мухаммаде». Крестоносец сказал: «Совсем нет. Наоборот, когда эта собака увидела мой жест рукой, то подумала, что я собираюсь ее ударить». Затем он снова стал ругать пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Причем еще больше, чем раньше. Тогда собака рванулась сильнее прежнего, сорвалась с цепи и вцепилась в шею крестоносца и тут же перегрызла ему горло. Собака набросилась на него после того, как сорвалась с цепи, бросилась на шею крестоносца и мгновенно перегрызла ему горло. Он тут же умер. А ислам приняли около 40 тысяч монголов. Даже собаки разозлились и почувствовали ревность. Даже собаки разозлились и почувствовали ревность. А где наш гнев? По тебе тосковали неодушевленные предметы, деревья. О, любимец Аллаха! Где же наша тоска по тебе? Когда Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах, слышал хадис о том, как пальмовый ствол плакал из-за разлуки с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он начинал плакать и говорить: «О, мусульмане! Неодушевленные предметы и стволы стонали и тосковали по посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Неужели вы не тоскуете по нему?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда говорил своим сподвижникам: «Я скучаю по моим братьям. Я скучаю по моим братьям». Они говорили: «Разве не мы твои братья?» Он отвечал им: «Нет, вы мои сподвижники. Что касается моих братьев, это те, кто уверует в меня и последует за мной, не увидев меня». تهاني الحب تسبقنا إليها